Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях. Сегодня мы поговорим о общественно-политической ситуации, которая складывается в Гагаузии в преддверии парламентских выборов. Вы знаете, что они назначены на 28 сентября этого года. И о том, как будет складываться ситуация в автономии и когда ждать в том числе и выборов депутатов Народного собрания автономии, и как будут обстоять дела с руководством автономии, так как Евгений Гуцул уже более 60 дней находится под арестом, и все находятся в ожидании вынесения решение судебной инстанции, которая рассматривает одно из уголовных дел и Евгений Гуцул обвиняется в незаконном финансировании политической партии Шора. О том, как будут действовать гагаузские политики в этих условиях и будут ли участвовать в парламентских выборах, сегодня мы поговорим с лидером политической партии Гагаузская народная партия Николаем Дудого. Здравствуйте, Николай Харлампич. Здравствуйте, Виталий. Рад вас видеть у нас в студии. Ну, давайте начнем с парламентских выборов, потому что 28 сентября и последние недели происходило достаточно много событий вокруг предстоящих выборов в парламент. В том числе мы видели заманчивые картинки с полей Петербургского форума, и Петербургский форум всегда почему-то выстреливает как раз в период каких-либо выборов в Гагаузии или в Молдове. Мы помним и продажу сливы, да, разные были моменты, связанные с этим форумом. Сейчас там мы видели, что сидели ряд лидеров левых партий, которых сложно было бы представить в условиях Молдовы, что они могут объединиться и идти одним блоком, потому что эти люди за столько лет уже много о друг друге рассказали молдавскому обществу, что теперь удивительно, как их опять могли усадить за один стол. Но и на неделе прошел съезд партии, которую вы возглавляете, и где было тоже заявлено о том, что партия намерена участвовать в парламентских выборах. Так ли это? И какие будут списки, как будут формироваться списки, и с каким месседжем для избирателя будет идти Гагаузская народная партия? Ну, давайте начнем с Гагаузской партии. Да, действительно, на прошлой неделе было первое собрание всех первичных организаций, руководителей всех подразделений, имеется в виду, что молодежные, женские, ветеранские организации. В Камрате собралось и зарегистрировалось 306 человек. Собрание проходило в лицее имени Гайдаржи. И я считаю, что это был такой хороший, знаковый момент, можно сказать, даже исторический момент, потому что на этом собрании было принято решение, что Гагаузская народная партия идет на выборы. Выступали очень много руководителей первичных организаций. В конечном итоге я поставил на голосование 3 вопроса. Первое. Готово, идет, соглашаются ли наши все первичные организации идти на парламентский выбор 28 сентября. Второе. Мы еще молодая партия, ищем себе союзников, то есть идем в блоки с кем-то на парламентский выбор. Или третье. Мы просто берем паузу, не идем на парламентские выборы и готовимся на местные выборы, это же осенью, на выборы Народного собрания. Я скажу, что все до единого. Честно говоря, я даже не ожидал, что, в принципе, все поддерживают. Все до единого, кто присутствовал в зале, с большим энтузиазмом, воодушевлением проголосовали, что Гагаузская партия должна идти самостоятельно, отдельно на выборы, на республиканские выборы. И скажу, что мы приняли такое общее решение, что сделать все возможное, чтобы довести до наших людей, до нашего избирателя, максимально провести работу. Это открыть и газету, и листовки, и максимально встречаться с населенным пунктом для того, чтобы до сентября месяца в рядах Гагаузской народной партии было не менее 10 тысяч человек. Но хочу сказать, что сегодня уже 3400 человек есть. За 3 месяца первого начала работы, вот у нас, в принципе, столько человек вступило в партию. Если касаться наших оппонентов, я скажу, что впервые наверняка прозвучало, что если первые месяцы Гагаузскую партию били со всех сторон, но наши основные противники, не буду называть, но это именно те партии, в которые входят гагаузские лидеры, гагаузские представители. Они со всех сторон шли нападки, как говорится, разбрасывание камнями, что якобы нас создали, якобы для чего-то, отбирать чьи-то голоса. То я скажу, что на этом собрании была поставлена последняя точка. Что мы обсуждали, что
в принципе, открытие партии, это не чудо, чтобы открыть партию. Что партию открывал и Михаил Фармузал в свое время, открывала и Валерий Яньоглу, открывала и Ирина Влах. И никто не кричал, что кто-то кому-то открыл, что-то сделал. Ну, а Гагаузскую народную партию, я скажу, атаковали со всех сторон. Прежде всего, потому что название Гагаузская народная партия. Здесь хочу остановиться тоже на одном детали, что у нас, в принципе, при законе о своем правом статусе Гагаузия не имеет права иметь свою партию. Имеется в виду региональные свои партии. А Гагаузская народная партия – это республиканская партия, куда могут входить, как говорится, представители любой национальности из любых районов, но она названа именно Гагаузской народной партией. Поэтому это многих как бы немножко запугало, что действительно эта партия имеет большую возможность объединения всех гагаузов. И мы, в принципе, так и сделали. Мы сделали заявление на весь мир, чтобы объединить всю нашу нацию, всех гагаузов всего мира. И скажу, что получили максимальную поддержку. Я, честно говоря, не ожидал, что такая богатая география у гагаузов. Гагаузы живут везде. Начиная с Европы, и Азии, и Северной Америки, Южной Америки, даже с Африки. Поэтому звонят отовсюду. Многие отправляют копии своих паспортов для того, чтобы мы их включили, как говорится, их в партию, чтобы, как говорится, а есть очень многие, для того обращаются, что они не готовы войти в партию, но готовы поддержать. Те, которые родились в Гагаузии. Что интересно, что есть люди, которые не гагаузы, но они родились здесь и помнят Гагаузию как своей исторической маленькой родиной. Есть очень много наших людей, которые проживают в других районах, смешанные семьи. То ли муж, то ли жена, то ли ребенок, кто-то с этой территории, они тоже хотят поддержать. Поэтому в этом направлении мы очень усиленно начали работать, партия усиливается, и я так думаю, что к августу месяце мы готовы будем начать конкретную массовую работу для того, чтобы подготовиться на парламентские выборы. Вы коснулись момента экономического форума. Я скажу, что экономические форумы это всегда хорошо, потому что, в принципе, экономика, в принципе, она должна двигать, и, в принципе, экономика это рабочие места, это бюджет, это все. Но то, что частенько у нас многие наши политики выезжают именно на экономические форумы, и то, что вот даже сейчас последнее, не хочу никому давать анализ или как-то обсуждать их, но скажу, что те лидеры, которые сегодня пытаются якобы собраться вместе, я скажу только по гагаузскому электорату. Я не буду дальше лезть в республики, они наверняка лучше знают. Но я в Гагаузии провожу очень много встреч, встречаюсь с очень многими людьми, и люди растеряны. Растеряны чем? Потому что сегодня говорят, что мы когда-то все были за коммунистов, потом от коммунистов ушел первый Тарлев. Кстати, я скажу, что я очень уважал и уважаю этого человека. Он первый оторвался от коммунистов, он был на парламентских выборах, я помню, с партией Возрождения. Даже во втором туре тогда с блоком социал-демократов, даже я их тогда поддерживал. Потом дальше ушел Дадон, потом Ирина Влах. То есть они все были в одном целом, но потихонечку ушли. И все эти люди имеют свой электорат. И они, в принципе, уходили от коммунистов, потому что чем-то они не нравились. Кто-то ушел к Тарлеву, кто-то ушел к социалистам Дадону, но от социалистов последняя ушла Ирина Влах, тоже ушла с определенными людьми, которые, как они уходили, они в чем-то обвиняли Дадона. Ну а сегодня посадите их все за стол переговоров, да, они могут договориться. Какие-то вещи, не знаю, они могут там обсудить, поделить будущие места в парламенте и много чего другое. Но а как этих людей обратно сблизить? Тарелка, если она сломана, склеить очень тяжело, всегда, как говорится, заметные трещины, которые останутся. Поэтому, что же, я не вмешиваюсь в создание никаких блоков, это сугубо их личное дело, но хочу сказать так, что даже вот на нашем собрании чувствовался такой момент, что Гагаузия, гагаузский народ, мы готовы к тому, чтобы больше перестать кого-либо слушать. Вот мы предложили Гагаузии гагаузскую политику. Есть гагаузская автономия, которую нам доверила страна, мы получили закон о правовом статусе, мы имеем оружие Гагаузии, мы имеем свою землю. На этой территории, где действует наш закон, мы имеем свою территорию. Мы сейчас имеем свою партию, но теперь пришло, как говорится, строить свою политику. Какую политику? Политику это та, которая устроит население, которое компактно проживает на этой территории. Политика гагаузская, это означает то, что мы прекращаем больше доверять кому-либо, мы не ищем посредников, которые бы решали наши вопросы. Но если взять, например, 8 лет назад, Игорь Николаевич Дадон как стал президентом страны? Благодаря только гагаузским голосам.
Эти разницы 1,5-2%, Гагаузия взял там 50, чуть не 60 тысяч голосов, это 3-4%. Не будь этих голосов, он бы не стал президентом. Но, став президентом, я не скажу для всей страны, наверняка что-то он делал, и понятно. Ну что Гагаузия от этого получила? Гагаузия же отдавала по 90 чем-то процентов. Что? Ничего. Как теряли полномочия, тогда продолжали терять. Возьмем 4 года назад. Снова же не обвиняю никого, я просто делаю анализ. Гагаузия дает снова 97, по-моему, даже 98% партии социалисты на парламентских выборах. Что дальше? Ну а социалисты оказываются в оппозиции. В оппозиции, и вот за 4 года, ну, уже почти ничего не осталось. Последний уже Конституционный суд даже отменил решение, что Гагаузия имеет право выдвигать прокурора Гагаузии генерального. Ну, а дальше осталось только одно, ликвидировать автономию. Сейчас новый выбор начинается. И снова нас начинает, как говорится, затягивать какое-то общее. Давайте вместе соберемся, давайте вместе будем бороться, с кем-то будем бороться, у кого-то мы выиграем, и вам будет хорошо. А если вы все вместе кому-то проиграете, что будет для Гагаузии? А для Гагаузии будет, что Гагаузия перестанет существовать. Поэтому и рождается гагаузская политика. Мы не говорим, мы сегодня не ругаемся ни с кем. Наш девиз, мы не против кого-то. Но мы за Гагаузию. Вот мы объясняем каждому человеку, что лучше всего голосовать за гагаузскую партию. Потому что гагаузская партия при любых властях, мы будем защищать свою автономию, при любых властях мы найдем общий язык для того, чтобы Гагаузия делала шаги вперед. Сегодня, в первую очередь, я считаю, что, конечно, первая цель – это единство Гагаузии. Единство Гагаузии боялись все. И левые партии, и правые партии. Потому что никого не устраивает, потому что если Гагаузия себя объединится, с Гагаузией нужно считаться, появляется гагаузский голос. Да, я считаю, что сегодня самое главное объединить гагаузскую нацию во всем мире, и идти в парламент и получить в парламенте гагаузскую фракцию. Мы четко, открыто сегодня говорим. Мы не поддерживаем сегодня партию власти. Но мы сегодня не поддержим и тех людей, которые говорят, что они в оппозиции, те партии. Мы сегодня четко перед собой ставим цель. Гагаузия должна объединиться, идти в парламент и в парламенте создать свою собственную фракцию, не объединяясь ни справа, ни с левыми, и поднять все вопросы, которые у нас есть. Да, мы на собрании высказали, что сегодня очень многие люди жалуются, правда, неправда. Но это свершилось, это есть. Сегодня тысячами людей получили штрафы, которые не могут это платить. Конечно, мы будем в парламенте просить амнистии, потому что не виноват простой человек, которому пришли, дают деньги, он должен отказаться. Это не коррупция, у него есть необходимость. У него сегодня нечем заплатить за свет, за газ, купить лекарства. Ему предлагают деньги, и его накажут. Да нет, никогда в жизни никто не откажется, именно эти люди. Поэтому здесь естественно, что сначала нужно ознакомить людей, что такое коррупция, для чего эти деньги дают. Если дают, например, для каких-то целей предвыборных, не берите эти деньги, потому что много чего остальное. Но я скажу, поэтому в этом вопросе мы будем выступать для того, чтобы была амнистия, чтобы эти штрафы списались. Я при этом не говорю, что кто прав, не прав, но я просто поддерживаю простой народ. Гагаузия должна сегодня пройти в парламент для того, чтобы защищать свои собственные интересы. Не интересы какой-либо партии или какого-то лидера. Потому что у нас получалось, что долгое время мы поддерживали какую-то партию, но эта партия, тем более некоторые лидеры, они имеют столько проблем в центре. Они будут нас защищать. Их проблемы перекладываются на Гагаузию, вот поэтому потеряли все свои полномочия. Николай Харланович, рассматриваете ли вы создание каких-либо блоков или вступление в какие-то блоки, потому что уже, во всяком случае, определенная предвыборная ситуация показывает, что могут быть несколько блоков, в том числе как правых, центристских, так и левых. В общем-то, эти выборы, может быть, что даже будут отличаться от предыдущих парламентских выборов, потому что, мы видим, что есть попытки создать большой левый блок из даже людей, которых нельзя представить вместе. Не исключено, что на правом фланге тоже будут какие-либо объединения, которые будут продвигать вопрос евроинтеграции. Но есть альтернатива, которая сегодня позиционируется как центристская сила, и не исключено, что к ним может присоединиться еще какие-либо политические партии. И если сегодня в Молдове чуть более 70 партий зарегистрировано агентством публичных услуг, то, наверное, большинство крупных или партий, которые находятся на слуху, будут объединяться. Рассматриваете ли вы с Гагаузской народной партией отдельно, сами идти самостоятельно, или, может быть, будут рассмотрены какие-то возможности
идти в блок с кем-то? Ну, я вначале сказал, что, в принципе, был поставлен вопрос даже на голосование, идти отдельно или идти блоком. Я скажу, что все поддержали, что Гагаузская партия впервые должна идти отдельно. Поэтому мы даже не рассматриваем, что мы пойдем с кем-то в блоке, в каком-то союзе. Я знаю всех политиков Молдовы и всех лидеров, и скажу, что наверняка, не наверняка, а точно, и наверняка с кем-то нашел бы общий язык, и мы могли бы объединяться, но мы не видим для этого это какой-то успех или пользу для самой Гагаузии. Конкретно, например, для Дудоглу, если мы идти в какие-то блоки, да, мы быстрее попадем в парламент. Ну, если, например, я очень хотел бы идти в парламент. Ну, а для Гагаузии это немножко, как говорится, мы снова растворяемся. Если мы убираем себе союзника, а союзник может быть сильнее наш, тогда мы теряем снова свой голос. Потому что я был депутатом парламента. Я был депутатом парламента и скажу, что я был в фракции, где меня никто не обижал, с моим мнением считали все. Но при этом, как говорится, наш менталитет, я с территории, где у нас, в принципе, немножко по-другому, не буду далеко заходить, мне пришлось написать заявление, уйти от партии, уйти из парламента. И я тогда для себя сделал вывод, что если когда-нибудь я вернусь в этот парламент, нужно, чтобы Гагаузия имела свою фракцию, чтобы имели свой голос. Потому что в парламенте, в принципе, по всем вопросам, естественно, принятие закона участвуют все депутаты. Но глобальные вопросы выступают председатели фракций, а не каждый депутат говорит свое мнение. А собирается фракция, и путем голосования определяется позиция партии. А когда один-два гагауза в какой-то партии, они никакой роли не играют. То есть они растворяются, и они абсолютно ничего там не решают. Поэтому я еще тогда для себя наметил, что если когда-нибудь я приду в парламент, или мои друзья, или я буду заниматься тем, что готовит молодое поколение, я всегда буду советовать, чтобы Гагаузия всегда имела свою фракцию в парламенте. Если Гагаузия будет иметь свою фракцию в парламенте, он получит свой голос в парламенте, голос, который будет услышан во всем мире. То есть по каждому направлению, по каждой позиции, то, что делается в стране, руководитель фракции может выходить к трибуне, а трибуна – это главная трибуна страны, высказывать позицию, мнение самой Гагаузии. И тогда с Гагаузией все будут считаться. Неважно, какая партия была бы власти. Да, будут левые, будут правые, центристы. Если мы будем в парламенте со своей фракцией, мы будем выступать, все нас будут слышать. И, в принципе, те, которые нас будут поддерживать, ну, мы будем принимать, например, те решения совместно с теми, кто нас будет поддерживать. И это не означает, что мы с кем-то приняли одно решение и будем все время идти. Пришло время гагаузской политики, где Гагаузия должна решать свои вопросы и бороться как лучше для самой Гагаузии, не для кого-то. Поэтому я и сказал, что если это для какой-то личности, конечно, легче блок. А если это для Гагаузии, нет. Мы сегодня четко должны готовить новое поколение, идти в парламент с объединенной командой всех гагаузов всего мира, не только гагаузов, всех жителей Гагаузии, всех, которые родились в Гагаузии. И я вам скажу, Виталий, что, знаете, мы когда открывали партию, конечно, это было, как говорится, в ускоренной форме, но мы тогда воспользовались первичными организациями Народно-патриотического союза Девлет, который уже существует много лет, и оно имело как бы фундамент Гагаузии, и мы воспользовались людьми, и они стали нашими учредителями. Но тогда таких больших размахов в голове у нас ни у кого не было. Сейчас, я скажу, когда вот 3 месяца мы начали работать, я верю, вот я абсолютно уверен на 100%, что Гагаузская партия имеет возможность пройти в парламент. Эти 5% нам по плечу. Да? Другое дело, как мы проведем работу. Вот сейчас пришло время, чтобы, вот я и хочу достучаться и с этой трибуны, и сегодня с вашего телевидения, с вашего позволения, я хочу достучаться до каждого человека, до каждого гагауза. Оставьте общую борьбу. Вот оставьте общую борьбу, кто с кем-то борется. В этой борьбе, кто бы ни выиграл, все равно они не становятся нашими союзниками, они все равно не решают наши проблемы. Они борются против власти для себя. Пришло время, чтобы гагаузы все до единого объединились и боролись только за себя. Наша, значит, внутренняя и политика Гагаузии должна быть самостоятельной. Да, мы живем в стране. И основные вещи. Мы за независимое, нейтральное государство. Мы против вхождения в военные блоки. Да, это, как говорится, самое главное. Мы не сепаратисты, мы граждане Республики Молдова. И эти вещи, которые оспаривать нельзя, мы являемся частью Республики Молдова и всегда будем. Мы патриоты маленькой родины Гагаузы, и наша родина общая, это Республика Молдова. Но дальше начинаются моменты, которые нужны для самой Гагаузии. Закон о своем правовом статусе, который был принят 30 лет назад, я скажу, что сегодня фактически не работает. Нам не то, что сейчас нужно расширять что-то, нам нужно возвращать то, что было, то, что нам уже доверилось.
А я скажу, что у нас отняли эти вещи только из-за того, что перестали верить Гагаузии. И те партии, которые приходят в парламент, руководство страны, они все время считают, что Гагаузия, голосуя с кем-то, идет против руководства страны. Пришло время, что Гагаузия играла, как говорится, работала на себя, не на кого-то, чтобы получить, вернуть то доверие, которое было. И в дальнейшем, уверяю вас, объединившись, у нас будет и внутренняя, и внешняя политика. Естественно, что наши партнеры, исконные партнеры, мы православные, мы русскоговорящие. Естественно, что те связи, которые в странах СНГ, Россия, естественно, что мы будем работать. Мы тюркские крови, ну, как говорится, сам Бог велел. Это, Турция, это наши, по крови эти наши братья. Естественно, что можно работать. Естественно, что сегодня есть очень много вопросов и инвестиций, грантов, которые приходят с Европы, Соединенных Штатов, с других стран. Поэтому Гагаузия должна быть открыта вести свою политику для того, чтобы Гагаузский регион стал одним из самых богатым регионом, привлекательным. В Гагаузии есть 3 свободные экономические зоны. Но пойдите в эти зоны. Да, Вулканешскому отдает должность благодаря тем патриотам, кто работает, она в каком-то на плаву где-то идет. А что Камрадская, что Чедрунская? Уже сколько лет прошло? Ничего, мы не двигаемся. И никто о нас заботиться не будет, если мы сами о себе не будем заботиться. Николай Харламович, но уже показывает ситуация, что эти парламентские выборы, в общем-то, будут без особых программ, связанных с развитием страны, потому что, ну, мы видим, что происходит. То есть блок, который анонсируется, но еще официально не зарегистрирован, я имею в виду левых сил, в общем-то, наверняка будет продвигать повестку пророссийскую, то есть уже понятно, коли его там представляли в Москве. И здесь в стране мы помним результаты референдума, и в том числе то, что вопросы были изменения в Конституции о европейском курсе страны. И, в общем-то, избиратели будут, в общем-то, агитировать одни за пророссийские настроения, другие будут говорить о том, что если придут пророссийские, то мы свернем с европейского пути. Что вы предложите избирателям? Потому что, да, извините, потому что достаточно сложно избирателям Молдовы, потому что из выборов в выборов нам не предлагают никаких экономических или социальных программ. Все время стоит выбор между геополитическим вектором, хотя людям, наверное, интереснее понимать, как им жить дальше, вместо того, чтобы голосовать за какие-то политические лозунги. Я скажу, Виталий, что, в принципе, никто от молдавских партий это как бы и не требует. Это у нас просто есть такие ястребы, которые, ну, чересчур выпячиваются, показать на какой стороне что-либо поддерживает. Я скажу, что сегодня, снова же касаясь, если коснемся республики, очень много партий, которые сегодня делят страну по частям. Наша партия сегодня четко, открыто говорит, да, я уже сказал, что мы не против, мы за партии, которые поддерживают, ну, которые имеют какое-то отношение к России или поддерживают Россию, не знаю, как правильно выразиться, чтобы это было правильно. Мы не против, мы за, мы русскоговорящие, мы православные, мы не против, чтобы, я говорю, что привлекались инвестиции из Запада, и мы налаживали нашу жизнь. Наших очень много есть жителей, которые работают в России, есть и в Европе. Гагаузия — это маленький народ, который, в принципе, не решает судьбу всей нации, всего народа Республики Молдова. Но Гагаузская партия сегодня четко перед собой ставит момент, чтобы больше не давать использовать себя. Потому что нас используют и кидают все время, как говорится, первые ряды, при проигрыше все время бьют нас. Проигрывает какая-то партия, ну возьмем 4 года назад, проиграли социалисты Дадон. А кто больше всех пострадал? Гагаузы, потому что гагаузы поддержали 90%. Поэтому я хочу отделить сегодня от вот такого влияния геополитики, потому что еще раз скажу, что мы православные, мы русскоговорящие, мы не против, мы за, но мы не хотим, чтобы нас использовали. Поэтому Гагаузия сегодня занимается своей политикой. Мы сегодня объединяем Гагаузию для того, чтобы четко сказать, что кто хочет с кем-то бороться, кто хочет сегодня кого-то снимать с работы, ставить и занимать какие-то посты, пускай он борется. Наша территория сегодня компактно проживающие жители Гагаузии и все наши земляки, которые выехали из Гагаузии, те, кто находится за границей, для того, чтобы отдать свои голоса, чтобы Гагаузия наконец-то интегрировалась в руководство Республики Молдова. Если нас будут сегодня использовать в чужих играх, мы никогда к этому не придем. Мы просто потеряем свою автономию. Мы хотим
сохранить автономию, вернуть наши полномочия, интегрироваться сегодня, значит, в власть Республики Молдова при любых властях. Сегодня невозможно сказать, кто выиграет. Сегодня 50 на 50, а может быть даже и 51 на 49, что все, которые сегодня объединяются, что снова останутся в оппозиции. Но я не хочу предугадывать, каждый пускай занимается своим делом. Мы сегодня хотим взять процент. И я скажу, что если сегодня есть те люди, говорят, это невозможно, это нереально, я скажу, нет, они не правы. Сегодня 120 тысяч человек есть, которые голосуют в Гагаузии. 120 тысяч. Для того, чтобы 5% набрать эти парламент, это, ну, если взять с прошлых выборов, это 70-75 тысяч голосов. 70-75 тысяч голосов и эти 5%. 5% это получается вроде бы как 5 мандатов, но те партии, которые не проходят, дополнительно 6-7 мандатов. Вот мы себе запланировали, чтобы преодолеть эти 5%. Если у нас 120 тысяч голосов только есть в Гагаузии, но на выборы выходит порядка 65, ну до 70 тысяч, мы сделаем максимально, проведем огромную работу. Если другие партии будут работать по всей стране, и я скажу, что они в районы будут приезжать 1-2 раза. 3 это, я не знаю, сколько они должны бегать, чтобы успеть все. А у нас компактно проживающие наши территории, наши голоса находятся в основном здесь. Мы сделаем все возможное. В Гагаузии на парламентские выборы вышло 80-85 тысяч человек. То есть мы проштудируем, пройдем, как говорится, обход, каждый дом, каждому человеку объясним. Мы проведем максимальную работу. Но дополнительно я скажу, что у нас есть первичная организация уже Приднестровья. Это наши жители. Это не касается руководства Приднестровья, никакого отношения мы не имеем. Но у нас есть наши земляки, которые живут в этом регионе, и много тысяч, десятки тысяч человек, которые живут, те, которые переехали из Гагаузии, наши же гагаузы. Поэтому мы с ними уже ведем консультацию, ведем работу. Они приехали на молодежный слет, они приехали на наше собрание, и спасибо, молодцы, браво. Расширяется команда. Мы планируем, что мы там возьмем несколько тысяч голосов. Я скажу, что у нас есть первичная организация в Кишиневе, где тоже есть несколько тысяч наших земляков, которые проживают в самом Кишиневе. Мы проводим работу. Мы начали уже проводить по всей Республике Молдова. Вот на собрании об этом говорили. И скажу, что мы обратились к нашим жителям, чтобы они во всех населенных пунктах начали собирать информацию. У кого-то дочка, у кого-то сын, у кого-то брат, сестра, садыч, куми живет в Шалданештах, Окнинцах, Бельцах, других районах, для того, чтобы они связались с ними. Появилась Гагаузская народная партия, сейчас первое дать информацию, получить первое мнение. А в дальнейшем передать телефон этих людей в центральный штаб к нам, ну, для того, чтобы мы созванивались и дальше работали и предлагали. Предлагали, что вхождение в Гагаузскую народную партию. И второе, предлагали группу поддержка. Я скажу, что партия, ну, скажу, за 3 месяца 3400 человек, это уже нормально. Но даже если мы запланировали 10 тысяч, я вам скажу, что второй этап, то есть искать группу поддержки, которые не войдут в партию, там быстрее люди идут. Если не надо ничего писать, ничего не подписываться, то люди больше согласны. Да, я предполагаю, что они могут в последний день кто-то передумать или кого-то, ну, коррупционный регион, коррупционная страна может что-то изменить, но уверен, что 80-90% те, которые все-таки попадут к нам в этот список, который готов нас поддержать, они нас поддержат. Поэтому Гагаузия свои 70-75 тысяч голосов реально возьмет. У нас очень много жителей, которые живут в России, в Европе. Мы с ними связываемся, мы ведем работу, мы ведем максимальную работу. Я вам скажу, что нас наверняка просто кто-то недооценивает. Вот, например, сейчас начинаются опросы в стране. И говорят, Гагаузской народной партии там даже и близко нет. А как она может быть? Конечно нет. Ну, первое, его туда даже не ставят раз, некоторые. Второе, даже если его поставить, наши голоса находятся, сегодня скажу, 80-90% на территории автономии. А в автономии 2 или 3 человека только опрашивают, потому что нужно опрашивать вот со всей стороны. 2 человека Гагаузия, 2 Бельцах, 2 Шалданешта, 2 других районов. Поэтому только 2-3 человека могут ответить, например. Поэтому опрос, который сегодня ведется, как бы он ни был бы, он будет неправильным. Потому что впервые в республике именно такой момент, что регион, маленький регион, но в этом регионе, где есть 5%, идет на выборы, и его невозможно проследить глобально по всей стране и понять его рейтинг. Его рейтинг можно понять только на территории этого региона. И я скажу, что мы станем большим сюрпризом для всей страны. Я скажу, что мы максимально готовимся к этому.
Уверяю, что с каждым днем больше и больше людей нас поддерживают. Даже некоторые те, которые, когда партия только создавалась, сначала к нам отнеслись: Иван, наверное, кто-то помог, кто-то создал. Но когда время прошло и все понимают, что мы сегодня, за нами никого нету, ну, скажу, с большим трудом, с третьего попытки мы открыли партию, но расчетный счет, банки счет, я скажу, что мы обратились в Финкомбанк, нам отказались, мы обратились в Молтинкомбанк, отказались, Агробанк, вот уже месяц ведем переговоры, ну, слава богу, вот пятницу вроде должно, но сейчас запросили еще пакет документов, мы передали, и до конца этой недели, ну, как бы должно быть. Мы обратились в Нацбанк Республики Молдова, и мы уверены, мы не ведем какие-то грязные сбросы, что нам не разрешают, нам не знаю что. Мы понимаем, что везде есть свои сложности, но мы максимально толерантно, спокойно, да, обратились в Нацбанк, обратились в один банк, третий, четвертый. Мы ищем, и мы знаем, что нас зарегистрируют. Я уверен в этом. Другого варианта нету. Время митингов, протестов еще не пришло. Нужно использовать все. И я уверен, что в ближайшее время, значит, мы все-таки заимеем расчетный счет, и мы откроем газету. А открытие газеты даст возможность буквально за неделю, за две рост авторитета, рост более усиленной работы 10-15%. Потому что только когда мы начнем выпускать свои газеты, свои листовки по всей территории, что каждую неделю доходилась новая информация, уверяю вас, что она быстро изменит менталитет Гагаузии. Вот те люди, с которыми мы встречаемся, те люди, которые приходят на наши встречи, они приходят все воодушевленные. Вот даже я вчера с многими говорил, потому что обзванивал, благодарил, что они пришли на наши встречи, договаривались о молодежном слете, и все говорят: Николай Иванович, бомба. Наши встречи — это бомба, люди все воспринимают, все понимают. Единственный путь Гагаузии сегодня не участвовать в борьбе с кем-то, не идти в блоках, а отдельно самостоятельно пробиваться в парламент и решать свои вопросы. Идя в парламент, я скажу, создавая в парламенте, тоже не объединяясь с кем, создавая, значит, фракцию в парламенте, мы тогда подготовим, интегрируемся в руководство страны. Главное, Виталий, вот мы сейчас находимся в том пути в Гагаузии, ну, видишь, какие скандалы в народном собрании, видишь, что творится с нашими политиками, что творится с нашими выборами руководителей. Десятки лет наши башканами живут в Гагаузии. Нам их откуда-то приходят, доводят, большое финансирование, и эти люди становятся башканами Гагаузии. Ну и время заканчивается, что как? Пшик. После них все начинают, конца и края нет, и все время внутреннее обвинение. Поэтому мы находимся сейчас именно в тот момент, где, ну, наверняка это давно должно было быть, но сейчас именно растет новое поколение, будет смена власти. В Гагаузии идет смена власти, и все понимают, что смена власти должна быть. Я вот уверяю, что вот тот путь, который мы сейчас избрали, вот мы проводим молодежные слеты, очень усиленно работаем с молодежью, у нас больше 35, наверное, уже 40% руководителей первичных организаций — это молодые люди, это абсолютно молодые люди. Мы уже заявили, что в списке, которым пойдем мы в парламент, 101 человек, из них будет 35% до 30 лет. То есть молодежь с молодежной организацией, 35 человек пойдет на парламентский выбор. Конечно, мы уже готовим там большую плеяду ребят, которые пойдут в выборы народного собрания. Мы готовим там команду, которая при хороших, значит, выступлениях на выборах, мы будем предлагать, чтобы они интегрировались во власть Республики Молдова, министерства, различные министерства. То есть идет полностью подготовка нового поколения, которое должно идти вперед. Я скажу, что мне не обидно, когда я говорю, что пришло время смены политической элиты Гагаузии. Я тоже туда вхожу, уже десятки лет. Но я скажу так, что, ну что ж, нужно сегодня всем нам сказать, что, ну, мы не добились самого главного, мы не добились единства Гагаузии. Да, каждый имеет свои успехи. Кто-то был депутатом парламента, кто-то примаром, кто-то башканом. Ну, все чего-то добились. Но мы не добились главного. Мы не смогли объединить Гагаузию. И поэтому Гагаузия страдала. Путь Гагаузии, гагаузская политика — это объединение полностью всей элиты Гагаузии. Вот новое поколение, которое идет, мы сделаем все возможное, чтобы она вся объединилась. И из них выбирать руководитель. Кто из них самый сильный, самый подготовленный, должен идти в Башканы, и Гагаузия должна выбирать его не из двух кругов, или там один голос разница плюс-минус, а 99%. Потому что, зная его полностью подготовку, то этой же команде, кто идет на примары, кто депутат и все остальное. Когда они будут все вместе, сразу будет заметна их подготовка.
соответствие их к основной работе. Потому что когда они в стороне и кого-то нашли, непонятно откуда привезли, мы голосуем, но при этом большая коррупция, финансы и все многое остальное, поддержка извне, и мы голосуем, даже не понимаем, за что голосуем. Пришло время готовить новую элиту, новую молодежь, которая будет перед нашими глазами. Она будет здесь жить, мы их видим, мы видим, какие они подготовлены, и мы их выдвигаем. Тогда вот то, что я сегодня говорю, все у нас будет. И вот это время пришлось. А мой опыт, который я проходил 20 лет, вот сейчас очень важный. Когда-то я пришел в политику, и 37 лет я уже был примаром Камрата, уже столицы Гагаузии. Но возле меня не было таких подготовленных людей, которые где-то подсказывали. Да, были, спасибо себе, что что-то кто-то помогал, но такого уровня, который прошел все, не было. Поэтому и наверняка я сделал много ошибок. Поэтому я сегодня буду делать все возможное, чтобы участвовать вместе со своим окружением в подготовке новых людей, для того, чтобы и в дальнейшем они заняли наши места, и Гагаузия получила новых политиков. Николай Романович, возвращаясь к гагаузской повестке, Евгения Гуцул, которая находится по сей день под арестом в ожидании решения суда, Дмитрий Константинов под подписку, о невыезде, и суд не принял доводы его защиты, оставил в силе подписку о невыезде. Напомню, что ему тоже инкриминируют ряд уголовных дел, в том числе превышение и использование служебного положения. В этой связи, по сути, Гагаузия без руководства, да? Да. Или, во всяком случае, как минимум, усеченное руководство, потому что не может представитель Народного собрания, будучи под подпиской о невыезде, выполнять в полном объеме те полномочия, которые у него есть согласно закону. Про главу Гагаузии вообще молчим, потому что она находится под домашним арестом, и, по сути, исполнительный комитет автономии тоже урезан в своих полномочиях, потому что нет, по сути, главы, есть исполняющие обязанности. В этой связи возникает вопрос, в том числе и выборов Народного собрания и организации выборов в парламенте в регионе, потому что понятно, что власти автономии не участвуют в организации избирательного процесса по парламентам, но всегда руководство автономии тем или иным образом участвовало в республиканских выборах, и мы это помним, да? Помним и союзы с Додоном, с Ворониным, всякие декларации, которые подписывали бывшие руководители Народного собрания, и в том числе и входили башканы Гагаузии в коалицию с теми или иными кандидатами. Чем это заканчивалось для Гагаузии? Вы сегодня говорили об этом. Как эта вся ситуация, на ваш взгляд, может повлиять на избирательный процесс, связанный с парламентом? И, во-вторых, выборы в Народное собрание. Потому что у нас открыт вопрос с ЦИКом. Теперь мы понимаем, что Народное собрание решило вернуться и отменить закон, я так понимаю, о расформировании ЦИКа, инициатором которого был Дмитрий Константинов, потому что есть решение суда, и, в общем-то, и большая проблема в том, как создать новый ЦИК, если не отменить то решение, потому что нет и апелл-палаты в Камрате, это апелл-палата Кагула, административная коллегия которого тоже находится в Кагуле. Но мы об этом неоднократно говорили. Но в этих условиях вы видите выход какой-то для Гагаузии, вот именно в тех условиях, в которых мы находимся? Все, что плохого случилось за последнее время в Гагаузии, виноваты сами руководители Гагаузии, я так скажу. Не надо искать никого, вот наши руководители виноваты во всем. Если коснемся моментов, что открытые уголовные дела на Башкана Гагаузия, на председателя Народного собрания, и много чего другое, то, что говорится, есть давление. Я скажу, что после того, когда Конституционный суд принял решение отменить статью с Конституции, что Гагаузия имеет право выдвигать генерального прокурора, я в Народном собрании выступил. Я выступил и сказал, что мы должны признать, что руководство Гагаузии провалило работу и немедленно должна идти в отставку. Для того, чтобы исправить ситуацию, для того, чтобы гагаузский народ стал на защиту даже наших лидеров, неважно, провалили, для того, чтобы полностью заступиться и остановить этот процесс, который идет у нас. С одной стороны, одни говорят, что на нас давят, другие наоборот. В общем, творится непонятно, что нехорошо. Я тогда предложил, что председатель Народного собрания и президент уходят в отставку. Мы приглашаем на площадь Гагаузии всю Гагаузию. Этим занимается вся Гагаузия, не какая-либо партия. И тогда мы обращаемся к людям. Да все, мы Народное собрание, руководство ушло в отставку. Давайте выберем сегодня делегацию
членов исполкома Народного собрания или примаров группу, которая могла бы встретиться с президентом страны, премьер-министром, председателем парламента, международными организациями, ну, для того, чтобы найти путь, какой-то путь сближения, снятия тех проблем, которые есть. Потому что сегодня отменяет Конституция эту статью, завтра могут и в любой момент отменить закон о своем правом статусе, и в этом все нет в Гагаузии. И что получилось? Тогда получилось, что руководство Гагаузии Константинов даже посмеялся, нет, да мы пойдем по посольству, и то после Пасхи отдохнем, попразднуем, а потом пойдем. И что? Пошли они дальше посольством. Это был, честно говоря, позор для Гагаузии. Постояли возле иностранных посольств и вернулись назад, никого никто не принял. Ну а прошло время, воспользовались этим предложением, которое было у меня, и давайте мы сделаем все-таки митинг, всеобщий митинг. Но они забыли одно, что я предложил не просто митинг. Я предложил, что руководство, те, которое провалило работу, она уходит, чтобы люди понимали, что да, сегодня кто создал ситуацию, их уже больше нету, но нужно идти дальше, поэтому давайте все выйдем, все вместе посоветуемся. Ну, а власть Гагаузии решила всех обмануть. Нет, мы хотим себя сохранить, но воспользоваться с поддержкой народа. И что получилось? Вышли на площади 500, 700, пускай 1000 человек, которые пришло со всей Гагаузии, хотя в Камрате проживает 15-20 тысяч. Где люди? Люди не поддержали, потому что люди поняли, что их хотят использовать. Ну, а центр следит за этим. Центр внимательно следит за этим. Если сегодня гагаузский народ не поддерживает своих лидеров, не идет в защиту к ним, то сегодня принимаются довольно-таки жесткие моменты. Если сегодня мы на площади могли собрать 30, 40, 50 тысяч человек, уверяю вас, что к нам совсем было бы другое отношение. Но, ну что ж, сегодня еще раз показывает, что гагаузское руководство провалило свою работу, и оно должно уйти. Если мы говорим о Народном собрании, то сегодня четко и в исполкоме я скажу, что если вначале восприняло, что какие-то проекты, что-то, ну вот последние полгода, год, то видите, тот процесс, который идет, арест Башкана и много чего остального, бюджета денег не хватает, бюджет не собирается. Конечно, нужны изменения. Я скажу, что в этих вопросах не надо искать крайних, кто виноват, не виноват. Да, можно все время найти виновного, сделать кого-то виновным. Но если мы берем с позиции, что мы патриоты Гагаузии, хотим как лучше в Гагаузии, нет, сегодня нужно четко понимать, что не прекращать борьбу, а если ты любишь Гагаузию, стань рядышком и проталкиваем новых людей, новых, образованных, грамотных, которые должны исправить ситуацию. Если, значит, не если, а осенью должны обязательно быть парламентские выборы, руководство Народного собрания и президиум должны уйти. Пускай не обижаются на меня, я об этом говорил. Я не хочу сегодня пачкать 1000 раз говорить, чем они занимаются. Уже все, уже достаточно. Но в ноябре месяце мы должны уже, не то чтобы руководство должно уйти, а выборы Народного собрания. В ноябре должны пройти выборы Народного собрания, которое выберет новое руководство, которое, я уверен, что примет другой путь. Если что касается башканских выборов, ну, я скажу честно, что каждая партия рассматривает всегда со своей позиции. Например, для Гагаузской народной партии оно не совсем выгодны выборы башканские осенью. Наша партия совсем молодая. Мы только начали процесс подготовки нового поколения. Много молодых лидеров, но мы еще, как говорится, не подготовили того человека до того уровня. Поэтому парламентские выборы заканчиваются, Народное собрание тут же башканские. Мы не готовы к этим выборам, но если эти выборы будут, потому что мы отлично понимаем, что в июле месяце, скорее всего, что будет приговор, уже больше 60 дней нету Башкана на работе, и осенью возможны башканские выборы. Тогда в любом случае, тогда нам придется действительно провести большую работу, мы будем проводить работу, может, вот именно на башканские выборы, скорее всего, что возможно, что мы можем пойти даже с кем-то в блоки, для того, чтобы отобрать самого сильного руководителя. Возможно. Конечно, возможно, что партия пойдет отдельно. Но внутренняя борьба в Гагаузии, я считаю, что мы должны прекратить эту борьбу. Потому что когда нам приходят извне, практически продвигают, и можно сказать, что назначают руководителей, это заканчивается чем? Это заканчивается тем, что в дальнейшем контроль этот человек не имеет, потому что его сдалека привели к нам. Никто не может контролировать. Он, как время показывает, через год, через два всех своих спонсоров, всех своих друзей бросает, переворачивается в другой край. Вспомните последние годы бывших башканов. И делает все, что хочет. А в Гагаузии уже никто его спрашивать не может, потому что его привели, поставили. А я хочу, чтобы в Гагаузии гагаузские лидеры были подотчетны гагаузскому народу.
что они знали, что их выбрали, но любой день их могут отозвать, с них могут спрашивать. А когда их привели и народ с коррупционными методами все купили, с кого спросишь? Все голову наклоняют и говорят, к сожалению, было так. И я скажу, что я сегодня скажу, и мы тоже испачканы всеми этими моментами. Поэтому пришло время исправлять. Поэтому парламентские выборы, путь гагаузского народа, идти строго со своей партией. И еще не поздно нашим лидерам вернуться, прийти в гагаузскую партию, чтобы попасть в списки, попасть первыми номерами. Потому что часть наших гагаузских лидеров, которые уже подготовлены, знают, работают, я их приглашаю. Мы до 1 июля сказали, что мы ждем всех для того, чтобы начнем составление списков, чтобы мы их поставили первыми номерами, потому что они уже подготовлены. Если они не придут, мы воспользуемся молодежью, воспользуемся то, что у нас есть, и эти списки заполним. И пойдем на парламентские выборы. Дальше народное собрание. Мы уже начали формировать команду. Я сказал, что очень много молодежи. Но я и сейчас приглашаю новых людей. 5 июля у нас молодежный слет. Естественно, что будут приглашены представители наших всех молодежных организаций Гагаузской народной партии. Но я имею возможность приглашаю всех желающих. Придите, послушайте, придите, посмотрите. А если понравится, вступайте в эту команду. Пойдем дальше вместе. Потому что я сказал, что сейчас как раз то время перемен. Вот сейчас образовывается новая команда, которая, я уверен, что за 2, 3, 4 года возьмет всю власть Гагаузии и объединит Гагаузию. Николай Харланович, возвращаясь к теме парламентских выборов, последний вопрос мой будет. Если ранее в парламентских выборах партия ПАС, которая сейчас правящая, была менее активна на территории Гагаузии в силу своей повестки, в силу других причин, и там не было сторонников партии, не было членов партии, то сейчас мы видим, что ПАС уже включает в списки представителей Гагаузии, в том числе и бизнес-среды. Я так понимаю, что это не исчерпывающий список из тех заявлений, которые делают лидеры ПАС. И это означает, что вам придется конкурировать в том числе и с партией власти или правящей партией на территории автономии. Потому что если включается в список представителей автономии, то правящая партия уже видит какие-либо для себя интересы, в том числе и с электоральной точки зрения на территории автономии. Сможете ли вы конкурировать с правящей партией? Я скажу так, что с правящей партией нас никогда ничего не связывало. Мы никогда не были сторонниками правящей партии. Хотя я сказал, что чаще всего получалось, что мы поддерживали другие партии, из-за которых у нас больше проблем было, из-за которых мы потеряли все наши полномочия. Но я скажу, что мы готовы к любой борьбе. Но я скажу о том, что сегодня партия власти, которая в Гагаузии в последнее время начала доминировать во многих позициях, имеет много встреч и начинает, в принципе, появляется группа поддержки и уже и в образовательной системе, и в бизнесе, и в другом. Здесь можно четко сказать, что большой провал, полный провал работы исполкома Гагаузии. Исполком Гагаузии полностью провалился. При любом башкане Гагаузии с центром были отношения. И центр все отношения вел через исполком Гагаузии, через руководство исполкома, через башканов. Ни одна власть не лезла для того, чтобы сильно-сильно искать дополнительную какую-то поддержку, потому что работала с властью. Власть полностью провалилась. Она отказалась работать с центром, расторгнуты все отношения, даже последняя межпарламентская группа Народного собрания и депутатов парламента прекратила свою работу уже несколько лет. Поэтому сегодня руководящая власть пытается самостоятельно себе находить здесь ту поддержку, которую может. В первую очередь, то снова же из-за провала работы исполкома разбилась примарская группа. Часть примаров перешли работать отдельно с министерствами. И естественно, что часть начала работать с партией власти. Поэтому, что ж, мы сегодня, я скажу, что находимся в той ситуации Гагаузской народной партии, когда говорим, что мы хотим объединить гагаузское общество, гагаузскую нацию, нам придется бороться со всеми. И с партией власти, и с оппозицией, со всеми, которые есть. Но снова же, я даже скажу, что не бороться, я так, может быть, даже жестко сказал, что бороться. Потому что мы не против кого-то. Мы сегодня за Гагаузию. И вот мы будем объяснять каждому человеку, что ни партия власти, ни оппозиция, ни другие партии не приведут Гагаузию к успеху. Да, где-то гранты, где-то поддержка, где-то какое-то отношение, без 100%. Но при выигрыше Гагаузской народной партии, тогда мы получаем все. Если Гагаузская народная партия проходит парламент, уверяю вас, это будет всемирная
всемирная поддержка. Это будет такое шоково наверняка, что во всем мире об этом будут говорить, что маленький народ добился, объединил всю свою нацию, весь свой народ прошел парламент и дальше идет своим путем. Да, и я скажу, что наш путь сегодня идти в парламент и не бояться завтрашнего. Потому что если мы будем поддерживать левых или правых, уверяю вас, что окончательный путь исчезновения Гагаузии. Кто бы из них выиграл, они начнут наступить со всех сторон. Правые припомнят, что мы поддерживаем левых. Левые, придя к власти, они начнут душить сразу Гагаузскую народную партию, потому что мы больше за них не хотим голосовать, мы не хотим, чтобы нас больше использовали. Поэтому мы сегодня и против левых, и против партий. Мы идем самостоятельно, придя к власти. Естественно, что в дальнейшем путь Гагаузии – это гагаузская политика, защищать сами себя. И для того, чтобы Гагаузия могла интегрироваться в республиканскую власть, государственную власть. И очень важно языки. Очень важны языки. Знаете, если, например, 15-20 лет назад, когда только я в 37 лет стал премьером Комрата, мне сказали, я наверняка по-другому бы ответил. Но я сегодня скажу, что очень важно языки. В первую очередь. Мы должны продвигать гагаузский язык. Обязательно продвигать, учить, для того, чтобы народ не потерял свой язык. В принципе, образованная Гагаузия была для того, чтобы сохранить гагаузский язык. Но очень важно учить государственный язык. Очень важно. Поэтому появление молдавского лицея, например, сегодня в Комрате, я вот встречаюсь с своими друзьями, все хотят своих детей давать в молдавскую школу. Не то, что молдавскую, а именно хотят, чтобы государственный язык все знали. Это мы живем в государстве. Ну и, конечно, я абсолютно не понимаю тех людей, которые хотят, чтобы мы потеряли русский язык. Межнациональным языком должен оставаться русский язык. Я скажу, что русский язык – это тоже всемирный язык. Десятки, сотни стран, которые знают русский язык. И я скажу, что для того, чтобы обучить языку страны, это нужно, наверное, это огромные деньги. Ну а сегодня республика, зная 100%, начала терять. Я думаю, что сегодня республика уже на 65-70% владеет русским языком, потому что центральные районы уже как-то забросили. А я считаю, что это неправильно. Поэтому в Гагаузии есть 3 языка. Первый – гагаузский, обязательно республиканский, государственный язык, молдавский, и обязательно, естественно, сохранить наш национальный язык, русский язык, общение с которым мы общаемся между собой и можем выезжать во многие страны и общаться, и, естественно, что никогда не забывать свою историю. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня в нашей программе. Напомню, что сегодня мы говорили о планах Гагаузской народной партии в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, и о ситуации в Гагаузии. Сегодня нашим гостем студии был председатель политической партии Гагаузская народная партия Николай Дудогла. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях.